Вот скажи, Медат, если начнется ядерная война, крымские татары перестанут делать свадьбы? Нет. Ну, крымские татары и свадьбы, понимаешь, вот даже сейчас в ситуации, когда крымские татары куда-то убегут они от мобилизации, как правило. Даже в этот момент все же находятся те, кто задумывается о свадьбе. Почему? Потому что видеографы, фотографы, ведущие сейчас приехали в те страны, где обычно крымские татары не могут ими воспользоваться. Поэтому я уверен, что свадьбы будут. А что вот делать тем крымским татарам, которые хотят делать свадьбы, а фотографы, операторы и музыканты уже уехали? Это сложный вопрос. Они обычно ждут. Ну и в любом случае, слушай, ты же знаешь наш крымско-татарский рынок, где пропал один фотограф, появится два. Это что-то про Змея Горыныча. Это подкаст «Базар». Мы сегодня будем разговаривать про самые важные темы крымских татар, которые вот прямо сегодня происходят. Давай поговорим, как ты видишь вот происходящее сейчас? Что происходит с нашим народом? Ты понимаешь, что я начал вроде бы со смешного момента, но на самом деле все не так уж и смешно. Да, на самом деле не так уж все и смешно, но хочется это уводить в юмор, потому что в последние дни что ты, что я, что в принципе каждый из нас находится в диком напряжении. И происходящее, как я уже говорил в своем обращении к Эрдогану, это геноцид. Этот геноцид пока что происходит, знаешь, за счет своей плавности, опять же, исходящей из времени, то есть там из 21 века, оно не так заметно. Но вот даже сейчас, перед этим мы с тобой сидели, и ты говоришь, еще один крымский татарин умер. И умер он не со стороны Украины. Он умер в российской армии. И происходящее это страшно. Так не должно быть. После обращения к Эрдогану больше стало писем тебе с помощью вообще... Что тебе пишут сейчас? Ну, слушай, мне кажется, и без Эрдогана все писали, потому что в первые дни был очень сильный ажиотаж. Мы тогда, как ты помнишь, объединились, начали что-то делать, пытаться координировать людей. Вот тот же чат, в котором уже 17 тысяч человек, и причем они были на третий день. Но это до Эрдогана все. Это до Эрдогана, и люди писали, люди спрашивали, то есть, понятное дело... А что спрашивают, что пишут? Документы, наверное, первостепенный вопрос. Вот есть вот это, нет вот этого, как выехать туда или как выехать сюда, вот подобного рода вопросы. Очень много людей... Первые дни это был вообще жуть для меня. Почему? Потому что мне просто знакомые звонили в слезах. Звонят, записывают голосовые. И это все на фоне того, что у меня еще и дома как бы горе. У меня Хардбабашка в первый день мобилизации упал, сломал бедренную кость, а ему за 90. И человек все, лежачий. И понимаешь, у меня на этом фоне я очень сильно стрессанул, я был на таблетках, и тут мне еще звонят люди, накидывают о том, что, Медат, у меня моего жениха забирают, Медат, у меня полсемьи забирают. И ты вот это вот все максимально в себе просто держишь, и по итогу это все вот выбилось к тому, что в обращении к Эрдогану я стоял с температурой, с красными глазами. Вот так вот. Ну, спрошу, наверное, что с твоим Харбабан? Все нормально или... Ждем операции, но не факт, что он ее выдержит. Это для меня прям максимально болезненно. Это тот человек, который меня вырастил. И когда человек уже в таком возрасте, его сердце навряд ли выдержит тот наркоз, который предполагает операция. Вот я, наверное, по поводу Эрдогана чуть попозже спрошу. Мне хотелось узнать, а что думают те, кто не выезжают, а наоборот остаются? Ты общаешься с теми, кто остался? Да, мне позвонили мои близкие друзья, мы поговорили с ними. Это был, наверное, второй день, когда уже шел ажиотаж. И он мне сказал, я дома. Я никуда не поеду. Не потому, что у меня нет денег, не потому, что у меня нет возможности. Это моя родина. Причем это человек, который, к моему сожалению, к его сожалению, будучи действительно патриотом, отслужил в армии российской. Его забрали, призвали. И он как бы первый в списках на призыв. И несмотря на это, он как бы сказал, я на родине. Приду, да, уеду куда-то, уеду там в Алушту, уеду в Ялту, буду где-то, но со своей родины я не уеду. Я уважаю это решение. Это достойное решение, однако я и не осуждаю тех, кто уехал. То есть в данный момент я отношусь с пониманием к каждому, потому что
я прекрасно понимаю, что такое вопрос личной безопасности. Именно из-за этого пришлось когда-то и мне, и, возможно, тебе, и другим нашим общим знакомым покинуть Крым. Потому что просто там стало небезопасно. А умирать где-то на фронте или даже гнить в застенках российских тюрем — это не то, что заслуживает крымско-татарский народ. Это не то, что заслуживают наши с тобой знакомые и близкие. Про себя скажу, я уехал, конечно, не потому, что было какое-то давление. Я уехал просто потому, что я хотел получать хорошее образование. Я хотел работать в среде, которая не... журналистика, она бывает либо настоящая, либо никакой, да. В Крыму этого невозможно, хотя многие наши коллеги, друзья, знакомые стараются делать что-то, оно вне такая журналистика, не знаю, решений, наверное, когда делают проекты, которые не касаются реальности, они касаются созидания, чего-то там, творческих мыслей. Но я, честно говоря, вот думал, если я остался бы и не выезжал, когда произошла полномасштабная война, что бы я делал сегодня, когда бы началась, или что бы я делал 21 сентября 2022 года. И, честно говоря, я даже не могу пока себе представить, что бы ты делал, если бы ты был по факту 21 сентября там. Очень сложно ответить на этот вопрос, потому что и знаешь, это как тот анекдот, который рассказывал Владимир Владимирович Путин. Если бы у бабушки был бы там мужской орган, то она была бы дедушкой, да, то есть это такое муслим, о котором очень сложно размышлять, о котором очень сложно говорить. Я могу быть голословным, я могу сказать, я там бы остался, а на самом деле я бы уехал. Я не знаю, как бы я повел себя. Но по факту я еще раз скажу, что я прекрасно понимаю тех людей, которые выехали, я прекрасно понимаю тех людей, которые остались, потому что в первую очередь у нас у всех там семьи. И эти семьи на данный момент — это женщины, это девушки, это дети, которые остались без должной защиты. И это максимально страшно. Почему? Потому что мы все знаем, что такое русские. Мы можем на примере веков и годов наблюдать за тем, какое отношение было к нам, и не только к нам. Вот Буча показала, какое отношение в целом к человечности проявляет этот народ. И мне, естественно, страшно. Мне страшно. Поэтому я не могу тебе сказать, остался бы я или нет, но правильный выбор в какой-то степени остаться с моральной точки зрения. Но с точки зрения безопасности это абсолютно неправильный выбор. Поэтому очень сложно на эту тему рассуждать. Осуждаешь ли ты тех, кто заранее, не заранее, за эти 8 лет не побеспокоился о документизации своей? Да. Это осуждение прям? Да, это прям осуждение, потому что все стали очень сильно далекими от реальности. Я понимаю, Крым под оккупацией, в неком колпаке и так далее, но люди должны быть чуть-чуть дальновидными. Люди должны смотреть вперед. Плюс-минус, понимаешь, разговор еще с 2014 года шли о том, что промежуток лет 10, и вопрос Крыма опять станет остро. Никто не мог предположить, что это будет из-за полномасштабной войны, это 100%. Но так или иначе разговоры о том, что промежуток 10 лет вопрос станет, должен был говорить людям о том, что в конце концов надо хотя бы документы какие-то подготавливать. Да, есть куча молодых ребят, которые выезжали, делали свои документы в Херсоне и так далее до полномасштабной войны, но есть куча семей, которые этим вопросом просто не занимались, хотя имели и возможность. Много людей? Очень много. Очень много людей. И с какими документами выезжают? Слушай... Украинскими с какими документами? В основном это паспорт, у которого закончился срок. И это внутренний? Да. Это самое частое обращение. Салям алейкум, Медат. Скажите, пожалуйста, у меня есть паспорт внутренний, он просрочен. Как я могу уехать туда или сюда? И ты сидишь и понимаешь, никак. Максимум тебе дадут белый билет обратно в Украину для того, чтобы ты приехал и делал. А люди, понятное дело, не все готовы уезжать в Украину.
потому что нет никаких гарантий, что ты в Украине будешь спокойно жить, тем более, когда еще и бомбы падают. В общем, ситуация патовая. Куда люди едут больше всего? Судя по тому, как мой телефон разрывается, именно мобильный, они едут в Турцию. Так или иначе, все приезжают в Грузию, в Казахстан, понимают, что там делать абсолютно нечего, абсолютно никто не ждет их и не рад. Все считают то, что в Турции их ждут. И все а вот в Турции ждут, по-твоему? Кто их здесь может ждать? Вот в целом государство, оно еще там месяца, полтора, да, как они объявили о том, что будут давать Узун-Донем, долгосрочный ВНЖ для крымских татар. Но это не говорит о том, что крымских татар тут супер ждут. В Турции куча своих проблем, особенно в Стамбуле, куда все прут. Стамбул переполнен. У нас есть арабский вопрос, у нас есть сирийский вопрос. И это вопросы, которые не могут решиться на государственном уровне, а тут тебе тысячами еще и крымские татары повалили. Это очень сложно скажется вообще на Турции. Ну и тем более мы сами, знаешь, размышляли, куда бы уехать так на 23-й год, чтобы не застать все то, что здесь будет происходить накануне выборов, во время выборов. А тут на тебе, мы от одной проблемы к другой прибегаем. То есть у нас есть какой-то запас времени, и мой расчет и моя надежда на то, что в течение этого года Украина обратно зайдет в Крым. Ну, сейчас опять верну тебя к Турции. Ты, кто не видел, Медат записал обращение к президенту Турции Реджепу Эрдогану. Sayın Cumhurbaşkanım, milletimiz Rus işgalcilerin yıkımından kurtarın. Yasa dışı olarak seferber edilmiş ve askere alınmış Kırım Tatar erkeklerinin Rus ordusundan Ukrayna, Türkiye veya başka bir ülkenin kontrol edilen topraklarına serbest bırakılmasını için gerekeni neyse yapmanızı rica ediyoruz. На самом деле просмотры на нем большие, но что скажешь по местной аудитории, как Турция восприняла и восприняла ли вот твое обращение? Я не могу сказать по турецкой аудитории. Я знаю о том, что это обращение дошло до Эрдогана. Эрдоган его посмотрел. Также мне сказали, что оно и дошло до президента Украины. Но турецкая аудитория в принципе особо его и не смотрела, потому что оно набрало определенный хайп в Украине, в Крыму и так далее, но не среди турецкой аудитории. Были, естественно, турки, которые посмотрели, мне люди писали, çok yanlış insana yaptınız. Yani çok yanlış insandan yardım istemişsiniz. Вот так мне написали. Не к тому человеку обратился, да. А кому надо было? Я не знаю, кому. Сам понимаешь, сейчас ситуация в стране сложная. Турки, в принципе, не очень сильно прям горят поддерживать Эрдогана. И тут, когда они слышат о том, что кто-то еще к нему обращается, они такие, типа, молодец, но не более. То есть реакция в основном вот такая. Турки особо не репостили, турки особо не распространялись, там посмотрели, комментарий какой-то максимум оставили и все, убежали. То есть у турков куча своих проблем, им просто не до нас. И это нормально, я их не осуждаю, они в принципе не обязаны уделять внимание крымско-татарскому народу, потому что если историю изучать правильно, если смотреть на то, какие у нас отношения с турками были, без вот этой вот ширмы, без розовых очков, то отношения всегда были довольно-таки сложными. И сейчас крымско-татарский вопрос настолько острый, что его лучше себе в пасть не класть. Вот так. А что скажешь по поводу местных дернеков? Они решают какие-то проблемы вообще? Я не вижу, что дернеки решают какие-то проблемы, какие-то вопросы. Я вижу, что активисты То есть решают. давай просто скажем, какие есть проблемы важные, с которыми приезжают крымские татары. Проблема вот как раз документов отсутствия. Отсутствие документов, Проблема жилья. Проблема жилья, проблема адаптации, проблема с работой. И проблема с тем, что многие заезжают по российским документам, и есть проблема с тем, как здесь оставаться. Да, то есть проблем куча, и я не вижу каких-то прям особых телодвижений от Дернека. Причем я не вижу их с первого дня в Турции. Простите меня, организаторы того мероприятия, которое было 18 мая, но это был, наверное, один из самых позорных 18 мая, который был организован в Стамбуле для меня вот в этом году, потому что я приехал, и я был в шоке. Почему? Ну, слушай, я приехал, стоит палатка, где кровь сдают. На палатке один флаг, второй флаг крымско-татарский висит, внутри украинский флаг,
Мы пришли, там собрались люди, выстраивали свечи, причем там человек 10 их было. Я пришел, дождь идет, смотрю на это все с удивлением. Включили колонку, поставили «Эй Гузель Кырым». «Эй Гузель Кырым» проиграла раз 15 подряд. Просто подряд. Люди приходят, я смотрю на это, люди постепенно подтягиваются, все зашли в палатку, стоят. Тут раз слово кому-то дали, кто-то там что-то отстрелялся, свечки подожгли. На этот момент включили Антит Кенмен, послушали. Еще пару минут постояли, резко к памятнику Ататюрка, Путин, Крымдан, эллерный чек, буквально минуты полторы-две, и все разбежались. И причем там, ну сколько человек было? Максимум, наверное, человек 50-60. Слушай, я был во многих городах Украины, я в Европе видел некие митинги, собрания, правда, не только крымских татар, но вот я помню, например, с 2014 года там во Львове, после в Киеве. Там, где не так много крымских татар, какие митинги проводились. А тут, в Турции, когда крымских татар 5 миллионов, это тех, кто себя считают крымскими татарами, понимаешь? Собрать 60 человек на площади, которые 15 раз послушают «Эй Гузель Кырым», развернутся и уйдут, но это класс. То есть еще вот как бы материковые крымские татары есть, ну, то есть как материковые, те, кто выехали, да, в какой-то определенный момент. Это при том, что многие Карелии говорили, что митинги на материковой части Украины слабенькие, да, то есть ты вообще еще сравнивать здесь можешь сказать, что еще что у нас сила. Но я тогда думаю, что это такой этап, в котором либо крымские татары, проживающие за территорией Крыма, диаспора, да, она, и в данном случае Дернек как организация, либо она трансформируется из культурного какого-то пространство ну, знаешь, в определенное другое. Либо, я не знаю, либо какой исход может быть? Здесь нет хорошего исхода, потому что дернековские крымские... А почему не трансформируются? Почему ты так категоричен? Я категоричен, потому что мои друзья, они уже здесь в районе 10 лет. И за эти 10 лет куча крымских татар приезжала, в том числе и в 2014 году. Люди сюда ехали. И Дернек ни черта не трансформировался, понимаешь? Дернек — это те крымские татары, которые уехали с Крыма еще более сотни лет назад. Это те люди, которые... Понимаешь, народ так или иначе, если посмотреть вот с психологической точки зрения, скрепляет общие травмы. У нас с местными крымскими татарами, которые уехали тогда, у нас нет общей травмы в виде 1944 года. У нас даже нет общей травмы в виде 2014 года, потому что мы это проживали, а они нет. Я не помню, разговаривали ли мы на предыдущем, по-моему, говорили, поэтому, если что, ссылка там, наверное, должна быть на предыдущий эфир. По-моему, мы просто об этом говорили, о том, что, к сожалению, вот какое-то общество скрепляет. Ну, слушай, нас материковых, да, впоследствии крымских татар не будет. Я не знаю, будет или не будет что-то объединять с теми, кто в Крыму находится. Будет. Да? Если начнутся активные военные действия в Крыму, тогда да. Нет. Почему? Потому что, в конце концов, Крым 24 февраля с психологической точки зрения пережил то же самое, что и переживали все мы. Я, находясь здесь, в Стамбуле, на момент 24 февраля, не спал 3 суток подряд. То же самое было в Крыму у людей. В том числе у меня в семье, у моих знакомых. Никто ни с кем не виделся, никто ни с кем не разговаривал. Все сидели вот в абсолютном таком поникшем состоянии. И я помню первую неделю. Поэтому общая какая-то вот картина психологическая, она все же будет. Да, конечно, они не сидели под бомбами. И, иншаллах, не будут. Возможно, какой-то другой способ будет возвращения Крыма. Ну а где тогда, вот вернемся к началу, где тогда сострадание и почему свадьбы происходят в Крыму? Слушай, сострадание было, а свадьбы происходят и в Украине. У меня много друзей украинцев женились на второй, третий. Делали пышные свадьбы. Ну, прям это не были пышные свадьбы, но это тоже были застолья, это тоже были посиделовки и так далее. Я не могу судить крымских татар, потому что они делают свадьбы, извини меня, в Киеве делают свадьбы, в Украине делают свадьбы. Военные приходят, предлагают руку и сердце своим девушкам. Если можно, кстати, вот я тоже подготовил видео, где украинцы делают свадьбу во время войны. Это чтобы каким-то образом просто крымских татар
не то чтобы защитить от нападок в социальных сетях, но как бы сказать, что да, делают на самом деле все. Меня просто, если честно, в какой-то момент удивляет, и мне кажется, что это вот то, что происходит в свадьбе, даже со стороны, не то, что даже, это я не смотрю и не обращаюсь к украинской нации, как типа к белым господам, Да, вот да. мы там типа, знаешь, а они им можно. Нет, то есть мне кажется, что в данном случае это тоже немного инфантильность. Не немного, но реально, ну, как бы зачем тратить такие деньги? Ты не понимаешь, например, что будет зимой, да, находясь на материковой части Украины. То же самое ты не знаешь, что будет в Крыму. Ну, я не понимаю, зачем это все делать. Для меня, честно, вот огромный вопрос. Но еще один вопрос. Что ты думаешь о тех мужчинах крымских татарах, которые выехали? Когда? Сейчас, после объявления о частичной мобилизации, которые думают, что они выехали на время. Ты считаешь, что это на время выезд? Ну, мне, слушай, приезжают знакомые, близкие, такие, ну, сейчас пару недель. Но я смотрю, улыбаюсь и объясняю им, что не пару недель. И у меня аргументация настолько, видимо, серьезная, что они такие в конце вечера сидят грустные, потому что они начинают понимать, что это не на один день. Я им говорю, мой самый лучший совет будет: берите, вывозите своих женщин пока что можете. Потому что, опять же, возвращаясь к началу диалога, страшно может быть. Вот. Отношусь я к этому, конечно, опять же, печально. Знаешь, у меня отец в свое время с бабамным вот, отурайдых, и он мне задал вопрос, говорит, ты вообще политикой интересуешься? Я тогда еще щенком был маленьким. И он мне, ну, по факту, я говорю, ну, типа, не особо. Он говорит, знаешь, вот приведу тебе такой пример. Мужчина, он охотник, он постоянно должен быть добытчиком, должен добывать, приносить домой, вот, хранить свой семейный очаг и так далее. Какой же ты охотник, если ты не знаешь, что на улице происходит, понимаешь? И мне такой, та-дам! И вот с тех пор у меня это в голове осталось. Тут сейчас приезжают эти люди, я им хочу сказать, эй, будьте чуть охотниками по-братски, да? Чуть из капсулы выйти, да? Да, слушай, ну, хватит, крымские татары, хватит жить на Тесах, в кофейнях, за кальяном, на атанах и так далее. Ну, камон. Мы хотим нацию поднимать, мы хотим, не знаю, там... А мы хотим нацию поднимать? Мы хотим, походу, понял? Мы хотим, а они не особо хотят, судя по всему. Я не знаю. Ну, то есть, для меня это вот... это непонятно. А что значит мы, а они? Это как, типа... Мы — это те люди, которые действительно что-то делают, видимо. Это те люди, которые выехали и чуть-чуть думают о своем народе. Благо, таких немало. Но, к сожалению, таких немало среди выехавших. Я не говорю о том, что нет внутри Крыма. Я прям максимально с большим уважением и любовью отношусь к тем людям, которые остались в Крыму и стараются, понятно, по каким причинам, вне политики, там, идти по дорожке развития культуры и так далее. Это круто. Они что-то делают для народа в максимально тяжелых условиях. Но они это делают. Касательно же тех, кто выехал, мы всегда, знаешь, вот с кем бы ты ни встретился из выехавших, будь то в Турции, в Америке, не знаю, в Европе, в Украине, все как-то диалоги сводятся к Крыму, к вопросу развития, к вопросу будущей, там, не знаю, автономии, не автономии народа и так далее. Но когда ты видишься с крымскими татарами, которые остались в Крыму, я говорю про общую массу, а не про отдельных личностей, там, пусть никто на свой счет прям сильно не воспринимает, эти разговоры в основном не об этом. Эти вопросы, это, знаешь, это вот с ними встречаешься, там чуть-чуть поговоришь, они там тебе расскажут про свою Приору, Тойоту, не знаю, еще какую-то прекрасную машину, на которой нужно что-то поменять, потому что что-то барахлит, ну и все. Максимум еще там о теплице разговоры и так далее. Вот. Вот мы и они. А как ты думаешь, ну, в таком случае, как ты думаешь, осознают ли люди, которые не интересуются политикой, не интересуются крымско-татарским будущим, осознают, что если им интересоваться и если что-то предпринимать, то никакой дороги, кроме как
с Украиной, будучи гражданином Украины или, не знаю, строя вместе страну, это невозможно. Осознают или нет, как думаешь? Да нет. До конца никто, понимаешь, не углубляется. Вот сейчас, на данный момент, пришли и молотком по голове дали. Сказали, о, раз уянан. Все раз выехали, все начали что-то думать, а что-то делать. Я смотрю, какие-то митинги оживились, что-то хотят делать для народа. Из-за того, что их это наконец-то коснулось. Да? То есть петух в жопу у нас клюнул. Причем всем нам, я не говорю отдельно про кого-то. Всем нам петух в жопу клюнул, и все о чем-то задумались. О том, что бзым келечегіміз Украинамен берабер екен. А воевать с Украиной за Крым пойдут? Выехавшие? Не каждый, все но пойдут. Да? Пойдут, да, уже есть люди, которые хотят, которые у меня спрашивают контакты наших воинов и так далее. Пойдут, иншаллах. Но, естественно, большая часть не сможет этого сделать по понятным причинам. Семьи в Крыму. Семьи в Крыму, и это опасно. А как быть? Вот, например, условно моделируем ситуацию. Выехал от 18 до 60 мужчина из Крыма, а семья осталась в Крыму, и началось наступление. Что делать? Муслим, мне страшно об этом думать. Типа сидеть где-то там в Европе, ждать? Да как? Мы с тобой это обсуждали и в личных диалогах. Как ждать? И мы оба знаем о наших действиях на будущее, да? Но как можно проснуться, понимать, что сейчас по твоей семье анан олсун, бабан олсун, білмем битам олсун, кардашым олсун, что им сейчас угрожает максимальная опасность, при том, что они по факту находятся в оккупации. Как можно сесть и вот афетлер олсун сказать и пить чай? Я не смогу. Да и любой крымско-татарский мужик не сможет. Какими бы нас ни пытались сейчас сделать абсолютно такими аполитичными людьми с апатией ко всему происходящему и так далее, все же сыжак канлык бар. И bu сыжак канлык так или иначе начнет проливаться в то, что будут и неразумные решения, будут и разумные решения, и кто-то поедет и в Крым для того, чтобы оттуда, кто-то поедет в Украину, чтобы оттуда. Кто-то просто сядет и будет сидеть, но кто-то что-то доделать будет, вот, в любом случае. Поэтому сейчас, если уже говорить более глубоко, нам максимально нужно мобилизировать крымских татар. Я, честно говоря, не представляю количество крымских татар, которых мобилизировали вот сейчас. Вообще не представляю. Но вот твое личное мнение, это будет послушное выполнение там, приказов российских или может начаться бунт изнутри? Ну, в смысле, уже на точках, да, фронтовых. Я, понимаешь, не до конца понимаю вообще, какие люди попали туда. То есть, если это попали мужчины... Что это, атан, не атан или что, какие люди? Нет, тут дело не атан, не атан. Тут как раз-таки дело в том, что были люди, которым было на тот момент по 13-14 лет. Угу. И этим людям сейчас уже за 20. Это люди, которые особо Украины и не знают. И особо не понимают. И далеко не охотники, о которых я говорил. То есть это те люди, которые жили себе спокойной жизнью, там, не знаю, телефоны ремонтировали на радиорынке, что-то еще делали. И тут их взяли и в армию. Они там что-то понимают, что-то от старших слышали, но для них нет вот того факта, что тут нельзя делать. Если это эти люди, то, к сожалению, мы будем слышать о том, что их тела в гробах возвращаются в Крым. Именно со стороны России. То есть это будет повиновение, они будут идти в атаку, потому что, опять же, есть там отряды кадыровцев, которые готовы еще и в спину стрелять, если ты не идешь до конца. А если это люди уже осознанного возраста, тем более более-менее религиозные, то я и не сомневаюсь, что эти люди возьмут оружие и будут... Что ты считаешь, религиозная составляющая может как-то... Очень сильно. Да? Очень что она может сделать? Понимаешь, человек, зараженный идеей, абсолютно любой, это человек, который готов пойти на многое. То есть идея выступает в роли некого мотиватора для человека. И когда он понимает, что его идеи не соответствуют действия в виде войны на стороне Российской Федерации, он, естественно, будет делать обратное. Потому что он идейный. Вот я для себя это как-то так объясняю. Поэтому, мне кажется, будут и те, и эти. Вот буквально на 4-й день или 5-й день
Мне скинули видео в Инстаграм, где какой-то парень в балаклаве говорит о том, что они называют себя Атэш. Это ребята, которые состоят из крымских татар, там, русских или украинцев, я не помню. Сопротивление, да? Да, мы сопротивление, мы уже внутри российской армии, мы будем бить по вам, мы будем устраивать диверсии и так далее. Это, возможно, вброс. Скорее всего, вброс какой-то и так далее. Но сам факт в том, что подобных настроений куча, и подобные настроения будут как-то проявляться. И готовы крымские татары, по-твоему, к самому худшему вообще исходу? Не то, что, наверное, невозможно быть готовым к этому, но есть ли вот в голове мысли, что это, как знаешь, вот либо сейчас что-то поменяется, либо все, либо это конец, вот какой-то такой, вот, дорога в один конец, да, без продолжения. Но это в любом случае не дорога в один конец, учитывая то, что переживал наш народ на протяжении даже последних 100 лет. Мы вообще такие крутые, по нам бьют, а мы понял, мы крепчаем. Ну, это шутка, если кто не понял. Суть в чем? Суть в том, что мы пережили депортацию, мы потеряли больше половины народа, мы потеряли кучу детей, женщин. Было много ужасов. Крымско-татарский народ сохранился. Это не говорит о том, что сейчас нужно бездельничать, просто страдать опять, а потом мы опять сохранимся, и потом опять что-то будет. Нет, ни в коем случае. Я как раз-таки противоположного мнения. Но сам факт в том, что нас в любом случае ждут черные дни. И если мы начнем к ним готовиться, то это круто. Это значит, что более-менее мы осознанный народ. Что значит готовиться к черным дням? Типа мобилизироваться, муслим, объединяться вокруг какого-то национального движения, политизироваться в конце концов, понимать, кто есть кто, выбирать наконец-таки сторону. Понимаешь, ну нельзя, как условное государство Турции, сидеть на 2 стульях. Это не про нас. Пора определиться, пора понять, с кем мы, для чего мы. Ну, по поводу Турции не могу тебе сказать. Это экономический путь свой, их путь. Нет, это понятное дело. Да? Там есть еще и геополитические. Там, если об этом рассказывать, то понятное дело, что у Эрдогана свои взгляды на Путина и так далее. И понятно, кто в его глазах Путин. Мы это прекрасно понимаем. Но мы это понимаем, потому что мы разбираемся. Но если в целом вот смотреть на картину, много людей в Украине, много людей среди крымских татар считают, что Турция сидит на 2 стульях. Ну, то есть для людей, далеких от политики, от не разбирающихся в теме, это вот так вот выглядит. И поэтому я и говорю, нельзя сидеть на 2 стульях нам. Нам пора определяться, пора принимать решения, объединяться. Кто может вывозить свои семьи в безопасные места, будь то той же Турции, и вставать на путь борьбы. Борьбы за свою родину. Сколько можно сидеть? Мы приехали 90-е. Самозахваты, я не знаю, там акции, все дела. Тут у людей появились дома. Тут у людей появился бизнес, появилась комфортная жизнь. Ну и как-то оно вот и все вот вяло, и все идет, понимаешь? Люди в зоне своего комфорта, они не хотят из нее выходить. И вопрос Крыма, он станет остро. Он станет очень остро для крымских татар. Буквально через 1-1.5. И если мы сейчас не начнем действовать, если мы сейчас не начнем объединяться... Ты говоришь, через 1-1.5 недавно генерал Украины Буданов сказал, что, возможно, заход в Крым будет там, когда в мае... Нет, летом. Да, не летом, это английский генерал сказал, что летом, а наш считает, что это будет весной, тогда... Это про разведку, да? То есть я, например, раньше, к чему я говорю, что надо прислушиваться к этим словам, да? Он еще в ноябре прошлого года говорил, что начнется война. Да. Вот, а мы как-то так тоже халатно к этому отнеслись. То есть, остались вообще как бы не то, что это считанные месяцы. Да. И? Вот я, понимаешь, я с этим вот Рамбрафта Евде и Бершан Лаполамем. Потому что, реально, я в шоке. Я просто в шоке с того, как все халатно относятся к вопросу Крыма и так далее. Я не узнаю того запала в нынешней молодежи
Причем я молодежь не 18-летних. Молодежь уже вот 25-30, понимаешь? Вот в такой молодежи я не вижу запала того, который я видел в глазах нашего старшего поколения, наших родителей. Нет этого запала. Чего, например, мне не хватает в крымско-татарском медиа, почему вот я как бы согласен с твоими словами, это честности. Я очень люблю проекты, на которых обсуждаются национальные вопросы. И мне кажется, что нам не хватает вот честного разговора и описания тех вещей, которые есть. Вот если идет война, говорит, что идет война. Если кто-то ворует, говорит, что кто-то ворует. Если у нас есть коллаборанты, которые... Вот ты говоришь о том, что возможно, из призванных, из умышленно мобилизованных, да, крымских татар, которые будут воевать, если у них будет вопрос веры доминировать над ними, то они что-то поменяют. Но я за это переживаю в Крыму, потому что, как и на всех оккупированных территориях, и в самой России, на временно оккупированных территориях, Россия работает очень хорошо с религиозными структурами. Мы прямо с тобой до начала, да, программы посмотрели с видео заместителя муфтия Крыма оккупационного, который там рассказал, что вот мы должны бок о бок идти воевать с Россией. То есть я, например, если честно, за это переживаю. То есть когда муфтии говорят, когда религиозные люди говорят об этом, это очень как-то... Ну, во-первых, он оккупационный муфтий. Мы его так воспринимаем, да. В Крыму воспринимают ли его так или нет? Ну, как бы, слушай... Они, может, и не воспринимают, это но одна из они ценностей понимают. крымских татар, религия. Да, они многие может, и не объединяются но они вокруг этого. понимают. Они понимают. Я прекрасно понимаю, как работает ФСБ. Я вижу тех муфтиев, которых они... Ой, муфтиев. Тех имамов, да? которых они продвигают. Я вижу их инстаграмы. Я вижу то, как они лайтово собирают, преподносят вот эту вот точку зрения о том, что Крым — это там условная Таврийская губерния Российской Федерации, там и бла-бла-бла-бла-бла-бла. Но есть одно большое но. Люди прекрасно понимают, кто они есть. Это я говорю на опыте общения с крымскими татарами, которые сюда приезжают, с которыми мы сидим по вечерам, пьем чай где-то возле Босфора, и они прекрасно знают, кто есть кто. Начиная от Эмир Али, заканчивая его заместителем там, и так далее. И у нас есть муфтий. Это Айдар Рустемов. И этого муфтия уважают везде. Этого муфтия уважают и на Кавказе. Этого муфтия уважают и по России. Этого муфтия уважают и в Беларуси, и в Украине, и везде. Почему? Потому что, как ты сказал, это человек, который гнет правду матушку. Который действительно идейный, который за религию. Это не Эмир Али, который без балларнамна келді, киншалық женкавер олурлар, будут воевать за Путина, ай машалла вперед, да. Ну, то есть это абсолютно разные вещи. И народ, который сейчас бежит от войны за Путина, прекрасно понимает, кто есть тот человек, который призывает за войну за Путина. Мне кажется, когда ты выбираешь определенную сторону, в данном случае, ту сторону, которую выбрали вот эти нами обсуждаемые ребята, там, видимо, вообще стопов, поворотов, разворотов назад нет. Ну, это вот, это слышно по интонации. Ты про это видео, да, когда Эмир Али выступал перед ребятами, там, где-то в театре или... Не помню, в общем, это какой-то зал был. По интонации слышно, что человек понимает, что он говорит вообще вот не понимает, Муслим, мы прекрасно видели, как некоторые ФСБшные личности добивались от Эмир Али, от, не знаю, там, как его, шерифа Османова, чтобы они высказались по поводу СВО, сказали то, что они там поддерживают курс президента России и так далее. Они этого не делали, потому что они прекрасно понимают. Во-первых, почему понимают? Потому что они так или иначе народ чувствуют. Они знают, какие настроения у народа. И те люди, которые призывают их к этим действиям, они специально это делают для того, чтобы хоть как-то, понимаешь, выслужиться перед своим начальством и показать, что нет, этого нет. Но по факту они чувствуют, они понимают, что этого нельзя говорить. Они понимают,
кто такие крымские татары. Невозможно за 8 лет, понимаешь, вот так вот в корне измениться. Стоять с украинскими флагами, готовыми быть штурмовать Крымскую Верховную Раду, да. А теперь за 8 лет резко стать патриотами России и так далее. И причем не просто стать патриотами России, а еще идти умирать за них. Ну и российская сторона, я думаю, тоже это понимает. Конечно, конечно. Понимаешь, вот пора вот эти вот маски нам всем снимать уже. Говорить откровенно. Говорить откровенно и про тех, с кем мы одного мнения, с кем мы на одной стороне, так скажем. И я бы хотел, чтобы и те, кто были по ту сторону, тоже были откровенны. Хватит прятаться за ширмой. Все карты на самом деле уже раскрыты. И в ближайшее время... Время предоставлено, да, как раз? Да. То есть вот сейчас как раз вот провода оголенные... Блин, сколько еще мне нужно этих разных словечек сказать? Провода оголенные. Чернила высохли. Да, чернила уже высохли. Поэтому надо брать и делать. Уянмак. Что думаешь, что с крымско-татарским самосознанием сегодня? Беда. Что с крымско-татарским самосознанием? Муслим, я даже не знаю, как тебе ответить на этот вопрос. Потому что кроме слова «беда» я ничего и не могу подобрать. До сих пор я вижу, людей приезжают, вот сейчас, да. Я так рассчитывал на то, что они там за эти 8 лет хотя бы язык подтянули. Крымско-татарский в Крыму? Да. И что, как с языком? Печально. То же самое с пониманием, кто они, что они. Какой процент людей у нас вообще знает свою историю? Вот какой процент людей у нас знает, кто был Хаджи Герай, Мингли Герай, я не знаю. Да кто был даже Номан Челебиджихан? Да практически никто, особенно молодежь. Но это и не надо. Родители этого и не прививают. Вот так вот. Вот как-то так с самосознанием. Понимаешь, у нас очень большие проблемы. И я вернусь к тому, что нужно мобилизироваться, нужно брать себя в руки. И только в таком случае, зародив некое опять национальное движение по возвращению в Крым, по возвращению Крыма в том числе, мы сможем на что-то в будущем претендовать, как минимум на нормальную жизнь для нашего народа. Нашему народу пора реально, вот знаешь, вот сейчас плеснули водой, знаешь, в спящее тело. Пора просыпаться. Біз уянмасақ, ярым біздің evlerimizde başka milletlerden insanlar уяныр. Ойлай айтайын. Давай напоследок расскажи про свой сон, который тебе недавно приснился. Расскажу без проблем. Я видел себя у себя на районе на Фонтанах в Симферополе со своим ребенком на руках. Иншаллах, это так и будет. В свободном Крыму со своим сыном на руках я буду у себя на районе Борчохрак, в городе Ахмезджит. Иншаллах, произойдет декоммунизация. Да. Подписывайтесь на I'm Крымян Татар и задавайте вопросы. Пейте чай и просыпайтесь. Julep.